Обращение к специалисту сферы наркологии часто становится острой необходимостью для человека, у которого сформировалась трудноизлечимая наркотическая или алкогольная зависимость. Решить проблему пагубного пристрастия и оставить ее за 7 печатями взялись сотрудники реабилитационного центра «Новая жизнь». На данный момент здесь проходят реабилитацию 29 человек. За 3 года функционирования реабилитационного центра прошли курс восстановления и отчуждения от наркотической и алкогольной зависимости около 200. Ознакомиться с деятельностью и методом работы сотрудников центра по поручению Махмуда Али Калиматова прибыла антинаркотическая комиссия во главе с советником главы региона Игорем Антоновым. Мы можем похвастаться, Булат не даст соврать, в основном в России статистика после прохождения реабилитации составляет 1 к 4 или 1 к 5. То есть один человек остается трезвым, 4-5 человек рецидивом. У нас получается, даже не берем полный курс 6+3, просто даже 6 месяцев самой реабилитации у нас получается практически каждый второй, даже больше, чем 2,2. То есть, да, 25-30%. Вот у нас 30 человек сорвались, 59 человек трезвый. Это вот кто 6 месяцев. Вот. Каждый второй у нас остается трезвым. Инспекция заглядывает в административные, бытовые помещения, в молельные и комнаты досуга. За реабилитантами круглосуточно ведется видеонаблюдение. Камера фиксирует каждый уголок расположения спальных коек, так что отреагировать на любое непредвиденное действие получается оперативно. О том, что запрещено проявлять вражду, выражать угрозы, оскорблять, заниматься рукоприкладством, реабилитантам объяснили с первых дней прибытия. Здесь и стены, говорят, на них расклеены правила, мотивационные изречения. По этим плакатам зависимый может распознать свои слабые стороны. Нет, во-первых, они сами с собой ухаживают. Раз. Второе, такая жизнь нам учит, чтобы без конфликтных, прежними отношениями, значит, здесь среде тяжело будет. Да. А в-третьих, ответственность, если здесь дежурство, там есть ответственность, как кормить, убрать и так далее. Большое значение имеет именно психологическое воздействие, психологически то, что раскрывается лишь те моменты, которые он сам себе вообще никогда не задумывался, не различал, да, черты характера, отношения к жизни, даже это он начинает ловить себя на мысли, действительно, это и есть, действительно, я такой. Советник главы региона Игорь Антонов вместе с главным наркологом республики Джамбулатом Ваделовым и сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков, говоря проще, антинаркотическая комиссия приехали в реабилитационный центр по поручению главы региона для ознакомления. В соответствии с решением антинаркотической комиссии Республики Ингушетия под председательством Махмуда Али Калиматова было принято решение о посещении всех реабилитационных центров, которые действуют на территории республики. Мы не надзорный орган, мы не проверяем в данном случае реабилитационный центр. Мы пытаемся помогать, сотрудничать и по возможности оценить работу этих реабилитационных центров. Сейчас мы обменялись мнениями с представителем Минздрава, и с представителем УНК МВД, и с директором данного реабилитационного центра. Мысли есть и на развитие, и сотрудничество именно с антинаркотической комиссией республики, и в том числе по помощи данным реабилитационным центрам, то есть использование грантов в рамках программы нашего Министерства здравоохранения. С 2021 года Министерством здравоохранения курируются реабилитационные центры. На сегодняшний день включены в реестр 8 таких учреждений в республике. И еще 3 открылись в текущем году. Проблема с наркоманией в регионе по-прежнему остается одной из самых главных, и подобные специализированные заведения демонстрируют эффективность борьбы с этим явлением, говорит главный нарколог республики Джамбулат Ваделов. На сегодняшний день реальную помощь оказывают именно вот эти реабилитационные центры. Это так называемая 12-шаговая программа, социальная реабилитация. То есть, простым языком говоря, они учат этих людей, да, жить без наркотиков, жить трезвой жизнью среди общества. И опять же, вернуться, интегрироваться в это трезвое общество, они им помогают. Вот такую работу они проводят. Это на сегодняшний день единственные такие учреждения стационарного там, да, типа нахождения реабилитантов, наркопотребителей. И действительно мы знаем, да, если человек ограничен, находится в учреждении, у него нет доступа к наркотикам, плюс еще психологическое воздействие идет, да, раскрывается причины, почему он начал употреблять, почему он употребляет, и опять же учить его, да, в дальнейшем жить без этих наркотиков.
С одним из пациентов центра нам удалось поговорить при условии полной анонимности. Изменили даже его голос. Он уже 5-й месяц находится на пути исправления. Живой, активный и веселый парень, но, вспоминая себя прошлого, меняется в лице. Еще 15-летним юношей он поехал учиться в Москву, поступил. Далее началась дружба с теми, кто привнес в дальнейшую его жизнь одни страдания. Они что-то показали, короче, самому интересно стало. Один раз попробовал, 2 раза, короче. А что вы попробовали? Ну, я сперва покурил, короче, потом таблетки кушал, короче, потом через некоторое время, короче, там начал, короче, разные другие какие-то таблетки. Потом начал, короче, употреблять, колоться, потом сел в тюрьму, короче. После отбытия тюремного срока через некоторое время он снова попался в руки к правоохранителям, только уже на употреблении более тяжелых наркотиков. И так на протяжении нескольких лет, находясь в абсолютной зависимости от наркотических средств, причинил немало страданий своим родным. Мы задаем эти вопросы и просим рассказать его об этом, надеясь, что его история образумит легкомысленных молодых людей, которые еще не успели зайти так далеко. Главное, короче, когда сюда приходишь, полная капитуляция самого себя, то, что ты, короче, употреблял, то, что ты, короче, причинял вред самому себе, в первую очередь, а потом и остальным, и какое зло, короче, ты приносил другим людям, короче, из-за своего употребления, как за тебя твои родные переживали, короче, как они за тебя беспокоились. Ты понимаешь, что тебе рассказывают там, здесь, которые работают, консультанты, тебе все, короче, говорят, дают тебе понять, короче, осознание к тебе приходит, здравомыслие возвращается, и ты начинаешь осознавать. Однажды на съемной квартире, проживая в Москве, он вспоминает, что чуть не умер от передозировки. Пошел в квартиру, зашел, сел, и на балкон вышел, короче, укололся. И просто ко мне друг должен был приехать, короче, из-за того, что он чуть раньше приехал, наверное, я, короче, остался жить, короче, я не знаю, что была причина этому, то, что он приехал, я просто дверь не закрыл, я знал, что он ко мне должен приехать. Но какое время он приедет, короче, я тоже не знал, я просто сидел, и я помню, как он меня разбудил, короче, и бывал такие моменты, бывало, что я в аварию попадал, бывало, что меня стреляли, короче, бывало, я в тюрьму попадал за употребление. Много чего было. Сейчас он исправился, благодарен родным, которые вовремя спохватились и отдали на попечение в реабилитационный центр. Не жалею, что я сюда попал, короче, есть, я рад, короче, что я сюда попал, что я понял, что это лично больной человек, короче. Реабилитационный центр – это чаще всего крайняя инстанция для отчаявшихся родственников зависимых. Используя 12-шаговую систему исцеления и социальной реабилитации, сотрудники приглашают сюда для общения с подопечными религиозных и общественных деятелей, проводят курсы мотивационной направленности и многое другое. Из 200 прошедших реабилитацию 59 ведут трезвый и здоровый образ жизни. После того, как человек проходит реабилитацию, мы его поддерживаем. То есть, как он прошел реабилитацию, мы с ним связь не теряем. Есть такой период, амбулаторный режим называется, то есть экспедиторство. Он после выхода, после прохождения 6 месяцев реабилитации должен приходить в центр, придерживаться центра, выполнять рекомендации центра. И мы создали такое сообщество, где все люди, которые прошли и остаются трезвыми, создали такую площадку, чтобы они держали связь, общались между собой и поддерживали друг друга. Вопреки мнению многих, реабилитационные центры не тюрьмы. Здесь человеку показывают, какую ценность представляет его жизнь, насколько он важен для общества. Наркозависимость – это беда, ошибка. Главное – признать ее в себе и найти силы исправиться. Адам Мережков, Джамалей Султыгов, Новости 24.